Удивительный, манящий край Коми. Сколько здесь тайн и загадок, тонкого лесного аромата и сказочных уголков. Природа наша чиста и наивна, щедра на ягодные урожаи и богата лесным зверем. Реки, издревле богатые самой вкусной рыбой, веками кормили наших предков. Но в 20 веке ситуация стала меняться. Обо всем этом и многом другом мы поговорим с вами сегодня. Меня зовут Екатерина Столярова, и я приглашаю вас в экологическое путешествие по Коми. Мы уже не раз рассказывали о богатстве нашего края, но в своих путешествиях наша съемочная группа сталкивалась и с такими явлениями тоже. Подобные картины, конечно, мы не показывали, но пройти мимо темы негативного воздействия человека на природу не могли. Главной проблемой современного общества сегодня является масштаб и характер использования природных ресурсов. Человечество откровенно разрушает окружающий мир, а это, в свою очередь, оказывает пагубное влияние на здоровье самого человека. Современное общество слишком расточительно использует природные ресурсы. Вы только представьте себе, на сегодняшний день мы имеем более 20 тысяч новых материалов, которые сами в природе не разлагаются. К примеру, если сжечь поливинилхлорид, который содержится в огромном количестве вещей, окружающих нас, в мебели, в спортивных аксессуарах, в обуви, то в атмосферу выделяются молекулы диоксинов, способные вызвать рак. Спорить на тему ухудшения состояния окружающей среды нет смысла. К сожалению, эта тенденция становится реальностью, если проанализировать данные последних лет. Интенсивное использование природных ресурсов, в частности лесных, привело к тому, что большая часть европейской территории принадлежит уже вторичным лесам. Возрождать былое величие своей природы европейцы стали в 70-х годах прошлого века и внесли серьезные коррективы в сторону ужесточения природоохранного законодательства, стали активно продвигать экологическое просвещение. Тренд современной моды – чистая и здоровая окружающая среда. Мировое сообщество озабочено нарастающим экологическим кризисом, поэтому эко-проблемы обсуждаются на федеральных и международных встречах. Президент Российской Федерации утвердил основы государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года. Руководство страны заявило о необходимости формирования у всех слоев населения, прежде всего у молодежи, экологически ответственного мировоззрения. Одним из механизмов поставленных задач является включение вопросов охраны окружающей среды в новые образовательные стандарты и формирование экологической культуры среди населения страны. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми приняло ряд мер по реализации поставленных задач. Сегодня наша республика является, в общем-то, в свете особо охраняемых природных территорий одной из передовых. Если в среднем по России особо охраняемые природные территории составляют 7%, то в нашей республике почти 14% составляют эти. То есть поэтому мы должны особое внимание уделять этим территориям. У нас 239 особо охраняемых территорий. Из них, значит, 2 федерального значения. Это Печоры-Илочский заповедник биосферный и национальный парк Юга-2. И 237 территорий, значит, в Республике Коми регионального значения. В республике за последние годы было разработано много программ и мероприятий, направленных на экологическое воспитание. Проще всего привить уважение к природе и заботу о ее ресурсах с детства. Летом государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей Коми республиканский эколого-биологический центр на базе детского лагеря «Гренада» организовал международную финно-угорскую экологическую школу-лагерь. Цели ее совершенно очевидны. Это развитие экологического образования в Республике Коми, международного сотрудничества со скандинавскими партнерами и обмен педагогическим опытом в области экологического образования.
10 июня лагерь открыл свои двери для 40 участников проекта. Здесь собрались не только ребята из Коми Республики, но и представители Пермского края, а также школьники и педагоги из Финляндии. Каждый из них попал сюда не случайно. Этих ребят объединила искренняя любовь к окружающему нас миру. Под руководством своих преподавателей школьники знакомились с коми-культурой, с нашей природой, ездили по музеям, занимались прикладным мастерством. Особенно впечатляло все ребят из Финляндии. На каждом занятии они замечали, как много схожего в наших культурах, как близки мы по духу. Вот только в их стране уже давно бережное отношение к природе является нормой. Мы же только стремимся к этому. What do you do for your nature? Our family recycles glass, batteries, and we have our own compost. В нашей семье мы отдельно собираем стекло, батарейки и сами делаем компост. Вообще мы не выбрасываем в мусор все подряд, мы его стараемся поделить на разные материалы. We burn much of trashes to warm our house. Еще одной важной составляющей экологического лагеря явилась научная деятельность ребят. Каждый из участников был определен в группы по интересам – зоология, ботаника, гидрология и почвоведение. И под руководством своих наставников изучал какую-то выбранную проблему. Сбор материала, его анализ и обработка. За 5 дней им необходимо было сделать фактически научную работу и представить ее на решающей конференции. Я исследую почву в лагере Гренада. Выведем проценты, почитаем и сделаем презентацию. Мы подумали, что на речке есть такой, на реке есть такой интересный вид растения. И, в принципе, он мало изучен. Мне о нем мало что известно, то есть я сам заинтересовался. И буквально в этот же день, через час, мы уже пошли, начали, выкопали, сюда принесли и стали уже делать свои измерения. Эти работы не просто развлечения. Каждая из них в итоге может быть использована для улучшения экологической ситуации в нашем регионе. Особенно этот опыт понравился финским школьникам. По их словам, в таком ракурсе они еще никогда не работали. В то же время не только мы чему-то учили финских гостей, но и они делились с сыктывкарскими педагогами своим опытом в вопросах экологического воспитания. Так они поведали нам об очень интересной программе, которая уже давно реализуется в Финляндии. Целью программы является развитие духовно-нравственной культуры у детей и подростков, а также воспитание правильного отношения к окружающему миру. Используется такая методика, когда группа идет в лес, берет с собой маленькие зеркала и смотрят на окружающий мир через зеркало. Они не смотрят на мир непосредственно, непосредственным взглядом. Они смотрят через зеркало, как через третий взгляд, третий глаз, развивая в себе всевозможные средства тонкого восприятия окружающего мира. В экологическом образовании самое главное не то, чтобы ребенок узнал, что плохо бросать мусор, рвать цветы, а чтобы он принял свое собственное решение так не делать. И хотя эта идея достаточно далеко, давно в российской практике озвучивается, но тем не менее освоение конкретных методик происходит достаточно медленно. И этот опыт для нас чрезвычайно важен. Для грамотной и профессиональной работы преподавателей необходимо разрабатывать интересные и познавательные дополнительные программы по вопросам экологического просвещения. Очень важно готовить программы в незаурядной интерактивной форме. Тогда и восприятие этой темы будет более глубоким и полным. Такая практика существует во многих европейских странах. Поэтому в этом году на базе Академии государственной службы при поддержке Министерства природных ресурсов, при поддержке проекта ПРООН ГЭФ Республики Коми мы провели международный семинар по энергосбережению. Такой контекст экологического образования с приглашением замечательного преподавателя из Рантасалми, Института экологического образования. Провели такой семинар для учителей общеобразовательных школ, педагогов дополнительного образования. Слушатели остались очень довольны. Была практическая часть семинара. Мы перевели с финского языка учебные пособия, которые затем учителя могут применять при чтении курсов у себя в школах. Были представители очень многих районов республики. В общем, семинар очень понравился, и его мы будем практиковать дальше, конечно, именно с тем, чтобы
тема экологического просвещения присутствовала сегодня в наших общеобразовательных учреждениях. Экологическое просвещение – относительно молодое направление в деятельности федерального и регионального образования. Обмен опытом в учительской среде является очень важным звеном формирования системы. Да, сегодня, значит, проводится в республике несколько проектов, направленных именно на экологическое воспитание подрастающего поколения. В общем-то, мы пошли таким путем, что прежде всего проводится и в скандинавских странах, и в Республике Коми курсы или семинары для учителей, чтобы подготовить, значит, учителей к надлежащему воспитанию в экологическом плане именно детей в школах. Это учителя, это, значит, работники школы ЮНАТО, значит, которые также приобщаются вот к этим всем моментам. Сегодня также вот эта программа, наши выездные заседания вместе с нашим управлением и Министерством образования, значит, вместе с Академией госслужбы, вот мы как-то вместе сейчас работаем, пединститут, выезжаем в муниципальное образование, где проводим также семинары, значит, с показом каких-то слайдов, выступлениями ведущих специалистов, в том числе и Министерства природных ресурсов. Вот уже проходили такие семинары, прошли в Каркеровском районе, в Сосногорском районе, в скором вот будет в Прилузском районе. Будут проведены такие семинары, которые собирают, я вот в Каркеровском районе присутствовал на этом семинаре, собралось где-то человек, наверное, 70, это, в общем-то, и учителя, и школьники старших классов, значит, средних и старших классов, которые просто мне очень интересно было, что была, в общем-то, заинтересованность именно этих детей. И очень было приятно, что пришли в муниципальном образовании и работники, значит, народного образования, администрации, и даже присутствовал сам глава муниципального образования Гончаренко, значит, вот на этом мероприятии. 3 года идут акции, это речная лента, это марш парков, это наша зеленая республика. В прошлом году мы проводили конкурс на лучший рисунок, выдавали там призы. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми уделяет пристальное внимание публикации материалов на природоохранную тему, которая затем направляется во все школы и библиотеки республики. Официальный сайт министерства также содержит много информации об интересных событиях и мероприятиях, проводимых в рамках экологического просвещения. Министерство природных ресурсов выпускает государственный доклад о состоянии охраны и охране окружающей среды Республики Коми ежегодный. В прошлом году был выпущен атлас Республики Коми, который последний выпускался в 1964 году, почти 50 лет назад. Значит, более 200 ученых и специалистов, экспертов работали над этим атласом. Получилось уникальное издание. Труд, где находится более 400 карт различной направленности, 800 иллюстраций. В прошлый год был выпущен зеленый пакет, у нас он здесь находится. Это такое уникальное издание, которое, в общем-то, было выпущено в Москве и Санкт-Петербурге. Там обобщены европейские подходы к экологическому воспитанию, значит, подрастающего поколения, в общем-то, школьников и молодежи. Если мы все будем мыслить примерно одинаково, значит, в плане отношения к природе в Европе и во всех странах, значит, то это будет как бы очень полезным, очень действенным, значит, и будет воспитывать истинных охранников природы и у детей. Методические материалы, научная литература, разработки республиканских специалистов в области экологии – это бесценный труд. Но он не будет стоить ни гроша, если каждый из нас не задумается о том, в каком состоянии мы оставим природу республики будущим поколениям. За последние годы резко ухудшилось состояние атмосферного воздуха не только в промышленных районах республики, но и в Сыктывкаре, потому как количество автомобилей становится все больше и больше. Происходит обмеление рек, ухудшается качество питьевой воды, учащаются негативные явления природы. Разве могли наши бабушки предположить, что в течение жизни одного поколения мы будем вынуждены покупать питьевую воду? Что дальше? Кислородные баллоны?
Масштабность разрушений и последствий – это ответственность каждого жителя республики. Выбросил окурок в лесу или бросил пустую бутылку в Кировском парке – ты должен отдавать себе отчет, что через энное количество времени это негативно отразится на экологии нашего края, а значит, на твоем здоровье и будущем. По официальным данным, в 2011 году в Республике Коми образовалось промышленных и бытовых отходов в объеме 6 миллионов 345 тысяч тонн. Из них утилизировано и обезврежено всего 15,6%. А это значит, что более 80% отходов сейчас размещено на территории республики. В 2010 году было образовано отходов в Сыктывкаре – 101 тысяча тонн твердых отходов, в Ухте – 29,3 тысячи тонн, в Воркуте – 22,2 тысячи тонн отходов. Если рассматривать ситуацию по районам, то Сыктывдинский – 13,3 тысячи тонн отходов, Прилузский – 12,1 тысяч тонн, Карткировский – 11,1 тысяча тонн. Эти цифры меня просто потрясли. Это различные отходы. То, что мы выбрасываем из дома, то, что бросаем на улице, то, что остается от переработки на промышленных предприятиях. Мы слишком расточительны. Страшно становится за мир, в котором будут жить наши дети. Поэтому акции, имеющие экологическую направленность, это важный блок в деятельности Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми. Совместно с общественными организациями, предприятиями и учебными заведениями города возможно произвести некий резонанс в обществе. Если вы сами уберете 5 земли, вряд ли у вас возникнет порыв намусорить в следующий раз. Студенты Сыктывкарского государственного университета являются примером социально активного молодого поколения республики. Так называемый студактив объединил в себе десятки неравнодушных к вопросам экологии ребят. Их действительно волнует то, в каком мире живем мы и будут жить наши дети. Ни одна экологическая акция не проходит без их участия. Они сами выступают инициаторами различных проектов, направленных на сохранение окружающей нас природы. И это не просто желание проявить свою социальную активность. Это искреннее осознание того, что если не мы, то кто? Руководство института старается во всем помогать студентам. Даже выделило для них помещение, где можно встречаться и обсуждать свои идеи и проекты. Мне кажется, наша фишка в том, что каждый предлагает идеи, и мы рассматриваем все идеи. То есть у нас нет определенного центра. То есть если есть идея, возникает у кого-то отдельного человека, он приходит и говорит: ребята, вот такому-то празднику хотим что-то провести, вот такая вот идея. И мы начинаем рассматривать, реально провести или нет, и в каком аспекте можно представить для студентов. Есть проблема, да, и от нас требует пару идей, пути решения. И мы так собрались тоже. И сразу набросали. Выдали 4 проблемы, которые есть, которые мы, по крайней мере, зафиксировали, и варианты их решения. И нам сегодня сказали, что все 4. Ну, как одобрены, но будут ли они реализованы, это тоже интересно. Во многом такая зрелая позиция сложилась у ребят и благодаря институту, тем знаниям, которые они получают в стенах учебного заведения. Они этого и не скрывают. Увидев изнутри жизнь природы, каждый день изучая окружающий мир, его внутренние законы, они научились осознавать себя частью этого мира, единым с ним целым. Учебная, научно-исследовательская и внеучебная деятельность студентов-экологов и студентов-естественников Института естественных наук направлена на формирование экологической культуры личности, а именно не только экологических знаний, но и ответственного отношения к окружающей среде, а также именно самой деятельности человека в окружающей среде. Профессия эколога на сегодняшний день является по-настоящему востребованной во всем мире. Основная задача подготовки этих специалистов состоит в том, чтобы они, интегрируя знания естественных наук и сопоставляя их с экономическими потребностями нашего общества, могли дать оценку тем последствиям, которым ведет хозяйственная деятельность человека. Институт естественных наук при Сыктывкарском государственном университете готовит специалистов высокого класса, используя при этом последние мировые разработки. Для биологов появилась возможность расшифровывать геномы организмов. Они собирают информацию о том, как устроен генетический материал живых существ. А у экологов другой инструмент. Используется для исследования поверхности Земли большое количество спутников искусственных. Да, и мы можем с помощью спутников получать информацию
информацию о том, какие региональные и глобальные изменения происходят на нашей планете. Работая над программой, наша съемочная группа открыла для себя удивительное сообщество неравнодушных – «зеленых», как мы их окрестили. Друзья мои, внести свой вклад в охрану окружающей среды очень просто. Экономьте воду в кране, выключите свет, если он вам уже не нужен. Не покупайте каждый раз новые целлофановые пакеты в магазине. Используйте те, что уже купили. Если сегодня каждый из нас задумается о своем вкладе в охрану окружающей среды, завтра наши дети скажут нам за это огромное спасибо. Меня зовут Екатерина Столярова, и я продолжаю свое путешествие по городу.